Yayınımız devam ediyor. Hürmetli seyirciler, multfilmni seyrettik. Көргеніңіз gibi бірде-бір dünyanın şehirlerinde kar yağmaya başlay. Aslında şimdilik endi noyabr ayı da başlanmazdan, kış mevsimi da gelmezden evvel kar yağmaya başladı. Birçok şehirlerde bunu endi görmege mümkün. Neyse bunlar hepsi mesele değil, problema değil. Çünkü biz şimdi pek meraklı mevzu hakkında laf edecekmiz ve ben bilesem gerçekten de öyle acayip bir bayramlar, tantanalı bir bayramlar hakkında da laf ederek. Kelimiz bizim stüdyamızda bugün bayram yapayıq, bizim misafirimizle tanış olayıq. Elbette aziz teleseyirciler, bayramlar hakkında söz yürütsek, elbette bu bayramlarını tarihte kaldırmak gerek, hatırada kaldırmak gerek. Böyle insanlarımızdan biri böyle fotoressamlardır. Ve elbette bugün bizim stüdyamızda Emil Nalbantov, fotoressam. Hoş geldiniz, selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Sabah şefleriniz hayırlı olsun. Çok sağ olun. Birinci soru kadınlardan. Nasılsınız ve böyle fotoressamla uğraşan insanın sabahı neden başlanır? Ну, я думаю, утро начинается как у 80% молодежи. Просыпаешься, берешь свой телефон и начинаешь обновлять 11. Инстаграм, ВКонтакт. Потому что мы все молодые, все завязаны с соцсетями. И начинается утро с этого. Ну, а потом уже все остальное. А утро во сколько начинается? Во сколько? Ну, всегда по-разному, смотря какой день. Бывает, начинается и в 6 утра, и в 5, и в 4. Смотря как далеко надо ехать к невесте. Ага, ну, А бывает, если выходной, можно и поспать. Выходной, да, вот выходной есть наверняка. А вообще вот далеко ехать в невесте, это же все-таки сезон определенный. А вот давайте скажем, жизнь вне сезона. Вне сезона? Или такого не бывает? Да нет, почему не бывает? Бывает, на самом деле, даже таких дней очень много. Ну, утро, как правило, начинается в 8 утра. Долго спать не люблю. Это интересно. Перейдем к основной теме сегодняшнего диалога. Фотография. Когда все началось? Как это все началось? Началось это во времена института. Купил себе фотоаппарат. Было интересно очень, фотографировал. И начал так увлекаться, что меня это очень сильно затянуло. Да. Пригласили на свадьбу. Пофотографировал ее и пошло-поехало. Кому-то понравилось, кто-то рассказал родственникам, друзьям, знакомым, да? Интересно на самом деле. Что больше всего нравится вот в фотографии? Какой именно жанр? Ну, свадьба, понятно, а какие-нибудь другие жанры есть? Ну вот я начинал не со свадебной фотографии, я фотографировал там пейзажи, просто нравилось фотографировать. И так получилось, что меня друзья пригласили на свадьбу, ну, просто они видели, что я фотографирую, и попросили поснимать свадьбу. И после этого я влюбился на свадебную фотографию. Именно сам процесс понравился. Получаешь столько эмоций, столько позитивных ощущений, что заряжаешься, наверное, вдохновляешься этим процессом. А фотографии ваше основное занятие или чем-то еще вы занимаетесь? Ну, на данный момент, да, это основное занятие. Если мы перейдем вот именно к теме свадебных фотографий, свадебных работ, да, сама тема свадьбы, это очень интересно, на самом деле, наблюдать за всеми этими эмоциями. И вот скажите, пожалуйста, как вам удается выбрать вот нужный момент, сделать самую удачную фотографию этого вечера? Ну, если это именно касается свадебной фотосъемки, очень важно, на самом деле, предварительная встреча с молодоженами. Потому что на свадебный день молодожены должны ощущать тебя как друга. Я вот встречаюсь со своими будущими клиентами, и мы очень много разговариваемся. И в процессе знакомства я пытаюсь стать им другом, чтобы в момент съемки они ощущали меня не чужим человеком, а уже в процессе съемки они настолько раскрываются, что они ведут себя просто естественно, по-настоящему. И мне остается просто запечатлеть то, как они вот, передают друг другу эмоции, передают вот, свое общение. Это на самом деле уже мелочь. Очень важна первая встреча. Sağ olunuz Emil Bey, men bilesem aziz teleseyirciler, şimdi rejissörlarımız tarafından böyle bu insanın işleri takdim edilecek. Geliniz seyreteyik.
Neyse, hürmetli seyirciler, öyle foto resimlerini baktık. Gerçekten de öyle güzel ayrıca kaldırgan bir şeyler. Sonra ise şakalaştık, reklama vakti geçkence. Şimdi ise subyetimizni devam etemiz, keyfimiz daha yüksek oldu. Tabii ki hatırlatamız aziz teleseyirciler. Bugün bizim stüdyamızda Emil Nalbantov foto ressam teşhir buyurdu. Görgeniniz gibi şimdi onun işleri takdim edildi. Biz ise subyetimizni devam edemiz. Эмиль Бей, все-таки очень интересная работа, вот в конце особенно этот реклам заинтересовал. Еще, вот есть предсвадебные фотографии, да, то есть вот сам процесс свадьбы, он начинается уже вечером. На свадьбе долго ли вы фотографируете? Как долго вы там находитесь? Прям до конца или определенное время? Вы имеете в виду в ресторане? В ресторане, да. В ресторане? Ну, все зависит от того, что нужно молодоженам. Есть молодоженам, которого самое важное, ну, лично для меня это важно, это первый танец молодожен. Это очень важная фотография. Потому что в момент первого танца вот, ну, прослеживается вот, ну, чувство молодожен. Видно, как они вот смотрят друг на друга. Волнуются, да. Но это на самом деле еще очень красиво смотрится вот на слайд-шоу. Это как финальный кадр, завершающий слайд-шоу. Свадьба — это кипиш, да? Вот бывали, ну, все невесты волнуются и переживают. Самые вот яркие моменты свадебные у вас есть? Самые яркие именно свадебные Да. или, ну, как у меня? Свадебные. Ну, свадебный желательно, да. Что-нибудь такое необычное. Да. Может, что забыли, что-то Может, случилось. опоздали. Не, на свадьбу никогда не опаздывал. Но вот у меня была свадьба за границей, я снимал свадьбу в Анталии. И свадьба была очень интересна тем, что там было очень много гостей, и эти гости были с разных стран. И все разговаривали между собой на разных языках. Там были и турки, и люди, которые разговаривают на английском с Европы, там приезжали, и русские. И очень было интересно за этим всем наблюдать. Особенно в ресторане, когда ведущему приходилось разговаривать на 3-4 языках, чтобы гости понимали друг друга. Весело. Это было очень... А вот как это фотографировать, как профессионализм. сказать, соберитесь все вместе? Ну, в основном я работал на этой свадьбе, как делал репортажную фотосъемку. И, то есть я просто Вот. показал ну, свой взгляд, как я это видел. Ну а с молодоженами приходилось говорить на английском. На самом деле сложно было, потому что это не так, как на русском, можно быстро там сориентироваться. Приходилось Нет, на самом деле, вот я считаю так, что можно просто сказать: "Hey, ladies and gentlemen, say cheese." Yes, okay. So. И вот так. Мне кажется, этого хватит, или люди не поймут этого. Не, люди понимали, и в принципе примерно так и происходило. Ну вот. У меня тоже есть, походу, какие-то задатки, но я не умею фотографировать. А все-таки, научили бы вы кого-нибудь фотографировать? Ну, в принципе, мне писали ребята, и я даже проводил индивидуальные занятия. Ну да, научу, и кому нужно будет. То есть приходите ко мне, научу вас фотографировать. Мамочка такая. Помните свою первую фотографию и Свадебную фотографию или вообще? Нет, Вообще. вообще, вот первая работа. Ну, это, наверное, было, когда папа купил фотоаппарат пленочный, и я взял туда, поставил пленку и отфотографировал сразу всю пленку моментально. А сколько там было кадров? Там 36 кадров. Нет, это была маленькая пленка, там 24 что-то кадра. Я не помню, я был очень маленький, я был ребенком буквально. И даже вот в тот момент мне фотоаппарат так понравился, мне было так интересно посмотреть в окошко, понажимать кнопку, вот вспышка там срабатывала. Потом очень было интересно дождаться фотографии, что же там получилось. Сразу так все кадры, вот так вот всю пленку вот так вот взять. За один раз. Интересно. И в итоге что получилось? Ой, я не помню, я был очень маленький. Ну, первые работы, они всегда такие интересные. А сейчас сезон заканчивается, начинает... Да, сейчас вот, кстати, давайте по актуальному пройдемся, на самом деле. Осень идет, кругом листья, все хотят в листьях фотографироваться. Скажите, это хорошо или плохо? Да, в принципе, ничего плохого нету. Ну, я лично считаю, что свадебные съемки, неважно где фотографироваться. Можно и в листьях, можно и на горе, и на море. Важно, что снимать. Важны эмоции, важно передать чувства, настроение передать фотографии. А где это, неважно. Можно и в листьях, можно, я же говорю, и
дома, можно и в кафе. А когда-нибудь такое было по-любому? Шел дождь. Да. Как в таких ситуациях? Это вот буквально недавно снимал на прошлой неделе свадьбу, снимали в Балаклаве, ну, в Севастополе, и шел проливной дождь. Невеста не боялась промокнуть, мы просто вышли на улицу. Жених не захотел. Шел, получается, сильный дождь. Я сделал кадр такой очень интересный. Ну, есть возможность такая поставить сзади молодожен вспышку и подсветить вот все капли. Получается, молодожены стояли под дождем, мокли, сзади сработала вспышка, и получился кадр, что они находятся в какой-то такой темной месте, и падали капли. Очень красивые снимки можно сделать под дождем. Самое главное — смелость молодожен. Ну, в принципе, невесты готовы пойти на многое ради хороших. Один день. Да, тут, конечно, не поспоришь, да. Как будто у женихов не один день, тоже такое говоришь. Хорошо. Эмильбей, вот сегодня чего бы вам хотелось пожелать нашим телезрителям? Да побольше улыбаться, когда их фотографируешь. Ну, хорошего настроения, улыбки, чтобы все было хорошо у них. Çok sağ olunuz. Gelgeniniz için çok sağ olunuz. Sağ olun. Daha görüşürüz inşallah. Çok sağ Çok sağ olunuz. olun. Урметлі сейірчілер, yayınımız devam ете. Biz şimdi öyle sübyetten son nelerini seyredecekmiz. Elbette aziz teleseyirciler, musafirimiz mına foto ressamlar hakkında laf ettik. 1914 senesinden başlap böyle en ressamlı ve türlü fotoğrafyalar çıkmaya başladılar. Ben belirlesem, şimdi bizim hayatımızda en kuvvançlı ve bizim bir hayat tarzımızda aks etken şeyler anda açıklana. Ve elbette medeniyet neler bir şey bağlı. Şimdi medeniyet hakkında bir acayip süjetini seyredeceksiniz.